Летом 1914 года высочайшим указом императора Николая II в составе Российской императорской армии появилось поистине уникальное боевое соединение – Кавказская туземная конная дивизия, прозванная в народе «Дикая дивизия». В Доме культуры звучат доклады, посвященные историческому значению дивизии в военной истории, подвигам бойцов и их вкладу в победу. Докладчик рассказывает о событиях, произошедших 26 июля 1914 года, когда заполыхал пожар Первой мировой войны. Граф Воронцов-Дашков обратился к императору Кавказского военного округа, императору Николаю II, с предложением вновь привлечь на военную службу воинственные кавказские народы и сформировать из них кавалерийские части для предстоящей войны. Предложение наместника Кавказа императором было одобрено. Бесконечные слова благодарности и выражение надежды на дальнейшее развитие патриотического воспитания в регионе. Потомки тех, кто сражался на фронтах, получили памятные подарки, символы признательности от местной администрации и общественных организаций, что вызвало теплые эмоции и чувство гордости. Потомки поделились своими впечатлениями, подчеркнув важность сохранения семейной истории и культурного наследия. Они отметили, что подобные встречи позволяют не только вспомнить значимые моменты прошлого, но и почувствовать связь поколений, что особенно ценно в современном мире. Также было отмечено, что обстановка и формат мероприятия способствовали открытому и душевному общению. Мероприятие Дикая дивизия, сформированная из мотивированных бойцов региона, сыграла значимую роль в освобождении Родины, проявив невероятную стойкость и героизм. Я отмечу, что важность таких мероприятий в первую очередь определяется, как я уже обозначал, сохранением исторической памяти о славных наших предках, сохранению и укреплению основ патриотизма. Тем более в свете проведения специальной военной операции это крайне актуально, чтобы наши дети, наша молодежь, наше светлое будущее помнили, знали, чтили славных предков, которые отдавали свои жизни, здоровье ради благополучия и процветания нашей общей Родины, Великой России. Организаторы подчеркнули, что сохранение памяти о героях, их подвигах и истории – это наша общая ответственность. Такие встречи укрепляют, напоминают о важности мира и единства. В нашей республике эти герои не забыты. Каждый год на основе на государственных разных структур находили средства, мы изыскивали и награждали. Много усилий мною затрачено в разное время в поисках вот этих героев. В настоящее время известны 120 потомков участников Дикой дивизии. Высокие награды передаются внукам и правнукам тех отважных, преданных сынов Отечества. Сегодня этот список пополнился еще на 15 человек. Это событие стало не только актом признания заслуг героических предков, но и важным шагом в укреплении исторической памяти Малгобекского района. Адам Гуражев, Султан Магушков, Магаз 24.